Настя, Настя молодец. Самая первая, самая активная, молодец. Приветствую всех. И Мария тоже. Все, девчонки, вижу вас. Всем привет, всем привет. Всем привет. Присоединяйтесь, кто еще нас видит, слышит. Кто не видит, присоединяйтесь. Давайте пообщаемся. Так давно мы не виделись, не слышались. Мне кажется, что мы с декабря, да, не виделись. А вы меня... 6 месяцев. Вот это да. Какая точность. А вы меня слышите, да? Я уже забыла, что я должна что слышать. То есть вы молча пишете, я вам отвечаю. Да. Угу, хорошо. Ну, представляете, вот сейчас вот, почему у меня сейчас вот 10 минут, да, задерживаемся мы. В это время мне сообщают, что у меня собаки подрались. Порвали одну собаку. Называется «Довыделывалась». В воскресенье нигде нет хирургов. Носятся сейчас по клиникам. Ищут хирурга, нет хирурга. Уже даже не знаю, что делать. Куда ехать, а завтра может быть поздно. Ужасно, ужасно, что делать, не знаю. Ну ладно, по ходу, если будут мне что-то сообщать, какую-то информацию, буду отвлекаться на звонки. В общем, одним словом, жизнь кипит. Приключения одно за другим. Так, ну давайте, друзья, пообщаемся. С чего начнем? Какие вопросы, может быть, будут? Задавайте. Как обстоят дела с выездом в Европу? Ну, с таким переменным успехом. С переменным. Ну, не все хорошо, не все гладко. Проблемы везде есть, и у них тоже. Поэтому они, как-то у них активность сейчас спала. В Европе активность спала. Сезон отпусков, наверное. У нас то одно, то другое. То мы ждали лето, то теперь лето дождались, отпуска начались. Ну, наверное, самое лучшее это пару месяцев в году, когда есть активность. И на Европу тоже. Это в апреле была некая активность. Сделаю ролик с пристроенными. Ждала приветы. И поэтому будет ролик о пристроенных. Как бы есть движение, не так, чтобы вот совсем вот как 3 месяца осенних, да, у нас с сентября по Новый год не было вообще никаких пристройств. Но сейчас все равно немножко есть, но хотелось бы лучше, больше. Да, депрессия всеобщая. Да. Депрессия, можете себе представить, когда еще столько собак, депрессия отягощается еще вот наличием собак, как выжить, как прокормить, как рассчитаться со всеми, да. Но ничего не получается, пазлы не складываются, депрессия еще больше вгоняется. Так, все как-то, все. Так, какую-то, знаете, видимую оболочку создаем, что мы еще держимся, что мы еще живы. Пытаюсь вам показать в роликах, что собаки скачут. А на самом деле, закрома как-то пусты. Чуть-чуть покупаем, конечно. Спасибо, что вы помогаете. Я не могу не отметить, что вы все равно помогаете, хоть из последних сил, но помогаете. За что вам огромное спасибо. Очень-очень хочу вас поблагодарить. Но много но. Те, кто хочет помочь из прежних подписчиков или из прежних возможностей из Европы, они этого уже сделать не могут. А значит,
совсем плохо. Слов подобрать не могу. Вот. Да, собаки пристраиваются тяжело. Даже пристраиваю уже здесь по другим городам, чего раньше не делала, да и никто не откликался. Сейчас как-то единицы так откликнулись, за что им огромное спасибо. Хорошие люди, хорошие семьи. Но это буквально человека 3. Раз, два, три, четыре. 4 человека. По России, матушке. Вот. Европа тоже отпадает. Отпадает как-то. Она так потихонечку готовила свой отход, но так как-то отпадает. Друзья, знаете, что Останины, что решили собаками, что теперь будет, что теперь будет с ними. Ну, мы будем переживать все то, что пережила Европа 100 лет назад, в 1900, ой, господи, 1900, да, в 926 году. Там истребили всех и начали с нуля. С регистрацией, контролем. Да. Отпадает, потому что в Европе тоже стало жить тяжело. Потому что правильно Настя сказала, что все в депрессии и не знают, на что выжить. Поэтому там тоже плохо пристраиваются. А если плохо, значит, они у нас тоже не берут. И пристраиватели тоже сейчас находятся в отходном варианте. Ну, уже некоторые бросили нас. Не некоторые, а по очереди все. А те, которые еще соглашаются парочку взять, это Прибалтика, то там надо оплатить дорогу. Вот сегодня мы как раз обсуждали этот вопрос с нашими коллегами, пристраивателями, да, которые хорошо пристраивают и очень хорошие, милые люди. Но там надо оплатить дорогу. Стоимость дороги, потому что там берут не семьи сразу, а берут на пристрой, а потом уже поэтому оплачивает наша сторона дорогу. А потом уже они там будут пристраивать. Но они там пристраивают в течение месяца. Тех собак, которые у нас сидят 2 года. 2-3 года. Дорога стоит 250 евро на одну собаку. Я вот сегодня им как раз поплакалась. Я сказала, что как здорово, как заманчиво, поблагодарила, что они нас с 2 собачками пригласили. Я говорю, а как быть с дорогой? С дорогой только вы должны подумать, как. Я говорю, ну если я даже соберу 500 евро, это, ну, там, грубо говоря, 50 тысяч, то я должна сделать выбор, купить корм собакам. Я 50 тысяч, допустим, мы с вами соберем. Вот сейчас вот мы собрали, да, но я так в клювике распределяю по чуть-чуть между передержками. А если даже мы соберем на дорогу, то я должна сделать выбор, отправить 2, оплатить дорогу или купить, поесть немножечко на 50 тысяч, так, всем в клювике по чуть-чуть. Ну, там, 2 передержкам, например. 2 передержкам, там, например, на сколько-то мешков на это самое, на корм. Алло, да. Что? Ольги повез. Да? А точно. А она сможет зашить? Да хуй там зашивать, Ларис, там кожа, блядь, порванная. Там, блядь, цепить эту кожу, сделать, блядь, 5 стежков и вставить дренаж, блядь. Ладно, не матерись. И маленькие дырки подтянуть. Сейчас я извиняюсь. Во сколько это обойдется? 1040? Нет, не надо.
Давай, давай, мы не потянем 40 тысяч. Ну давай к Ольге. Может, она оставит у себя на ночь. Ладно? Я поняла. Я поняла. Ну ладно, давай, пока кишки не вывалились. Ладно. Ну что для нее? Отдельные, что ли, хоромы строить, если она ее все равно порвут? Ну не знаю тогда вот. Ну все, давай, да, я поняла, сейчас занята. Да, я поняла. Ну давай, ну все, я поняла. Давай. Господи. Вот. Что будем делать, друзья? Что, как будем? Сможем мы собрать 2 собакам на дорогу? А другим надо, ну, мне бы хотелось не взамен корма. Другим надо собрать на корм. Но сейчас пока вот по чуть-чуть мы собрали, все равно мы раздадим там по 37, наверное, тысяч. Хватит на передержку. Но это на небольшое количество дней, а потом снова надо будет собирать. И между делом надо будет тогда на дорогу. Я вам покажу. Ой, ну просто вообще сказочно. Девочки, которые в Эстонии, спасибо вам огромное, если вы меня смотрите. Собаки просто сказочно. После грумера там они их отмыли, хозяева уже пристроенные. Не собаки, а какие-то просто волшебства сказочные. У всех какие-то хутора, эти самые зеленые красивые лужайки, они там бегают, наши красавицы. Ой, ну просто. А у нас 2-3 года сидят и сидят. Без грумера, безо всего, так чуть-чуть причешем, чуть-чуть покормим, чуть-чуть почешем. Я не знаю, что делать. Вот мне надо одной принять решение, да? Вроде да. Если уезжать, то в конце июня будет машина, и надо будет тогда собирать. Но всегда, во все времена было тяжело. Никогда не было легко. Просто когда было легче, то я спасала больше. А на самом деле вот так, чтобы досыта и сполна не было никогда. Просто когда была помощь, то спасала десятками других. Вот. А сейчас просто никто не спасается практически там. 1-2, это которые уже в ноги вот кидаются. Ну, не считая уже, что прошлой ночью тоже спасла избитую собаку. Об этом даже говорить уже тоже. Ай-яй-яй. Давайте открывать тогда сбор, что ли. Не знаю, на что собирать. Сейчас чуть-чуть на корм, потом на это самое. Хорошо, ладно, это мы тогда уже с вами обсудили. Это вот все по ходу пьесы просто вот. Ой-ой-ой, господи, собаку эту порвали опять, а? Собака-то главное с человеком хорошо. Она хорошо с человеком, но она не может жить с другими собаками. Вот ее бы одной в семью, это такая ласковая-приласковая собака. Понимаете, вот обидно, если бы она была злюка, то это другая бы история была, да, но она ласковая с людьми, ее надо просто в семью взять одной собакой, и вообще будет просто супер. Нет, вот 4 года она живет и живет. Вот, так, какие у нас еще вопросы? Что, давайте мы не стопориться на одном месте, да, что-то еще, какие-то, если вопросы. Я, наверное, просто не знаю уже, что еще. Что еще? Вода. Солнце, песок, выгульник.
Ну так потихоньку как-то шевелимся. У меня самая большая проблема — это неоплаченные передержки. Воду, да, врезали, и теперь надо какое-то еще приспособление купить, какой-то набалдашник, чтобы вольеры эти еще мыть. Ладно, этот вопрос тоже как-то решим. Не знаю, как на все сделать, чтобы все хватило, не знаю. Хватает только на несколько дней. Вот соберешь там на неделю так по чуть-чуть, вот купишь, вот в день, представляете, вот в день в среднем уходит 10 мешков, больших мешков, вот таких вот мешков, 10 мешков, если вот так распределить по всем передержкам, на всех передержках собаки, и в среднем выходит 10 огромных мешков, ну, 15 или 20 килограммовых. Это не тот мешок, который вот там на столе стоит, да? Это большие мешки, о которых вы понимаете, о чем я говорю. Но это в день 10. Вы представляете, что это в 10 дней это 100 мешков, да? Это же очень много всего уходит. И сказать, что хватает, да нет, конечно. Быстро корм заканчивается, а кроме корма, только думаешь, вот сейчас корм купили, сейчас можно хотя бы вдох-выдох сделать, там, оплатить там то-то, то-то, купить там, тут насос, тут корыто для воды, тут тент какой-то. Нет, ничего не хватает, ни на что. Опять время подходит, опять надо корм покупать. Про мужчин каких-то тут вы у меня спрашиваете. Сожалеете, что их нет, мужчин? Не знаю, я таких не знаю в природе, в принципе. Нет, ну есть, да, на Дальнем Востоке. Нет, в Владикавказе есть один мужчина, да, там тоже он борется за животных. Ну так, по регионам, по одному мужику в регионах есть, которые там приютики свои содержат. Ну это так, это все какие-то сказки заоблачные. Все обычно делается женскими руками. Так, друзья, давайте говорите, давайте мы с вами так активненько, оперативненько, какие еще у вас есть вопросы ко мне, задавайте по поводу Европы, Эстонии. Что еще я хотела? Корм, бесконечно корм. А что такое поголовье сокращается? Поголовье где сокращается? Где? У нас нет, как понять? Вы помните мою большую самую мечту? Пристроить хотя бы 50 собак, а лучше всего 100. А количество собак где? У нас? А как сокращаться оно может? У нас тут мы на летательные аппараты обращаем внимание. Дроны, не дроны. А это самое... Как у нас сокращаться может количество собак? С титрами. Да, с титрами тоже хороший вопрос. С титрами обстоят дела так, что мы, ну, по одной собачке, по две, вот так вот наскребаю, если, ну, на одну собачку, если там 10 тысяч, да, как это вот надо наскрести, опять-таки, из денег корма вырвать, да, чтобы одной собачке сделать титры. Ну, в неделю так, одной собачки примерно получается, одной собачки. Если бы было оптом, то было бы дешевле. А так, если по одной собачке, то по 10 тысяч одной собачки. Потом ждешь 2 недели, когда эти титры будут готовы. Ну вот. Вы знаете, тут интересная такая история произошла. В апреле был ролик у меня 2 щенков, подростков. Я рассказывала, что хотели взять. И хотела подписчица моя вроде как взять. Вроде она с нами на
на связи вроде была. Я не знаю, насколько она была активна, не активна, но вроде как периодически она всплывала там в переписке, вроде бы я видела ее. И она тут захотела этих щенков взять, ну, подростков, месяцев 7. И давайте, говорит, их, так как они вместе спасались в Якутске, вместе передерживались до самолета, и теперь они прилетели, никому не нужные. Ну, я вот говорила пост, да, где ролик выпускали. И понимаете, какая интересная штука? Она говорит, ну все, давайте я забираю тогда их. Все равно я хотела брать, и я их забираю. Я так обрадовалась, что я говорю, ну давайте тогда я начну титры делать, потому что это все очень долго, пока там врач вызовется, пока там они делают, ну, в общем, все. Она говорит, да-да-да, я даже помогу оплатить, ну хорошо, если поможете оплатить, замечательно, но ждать-то тоже нечего. Жди-ка, пожди, лучше, чтобы время-то уже шло, надо же, чтобы выждать это время после титров. Ну, в общем, все это вот терки. Ну и все, у нас сделаны титры. Помощь она не прислала. А сейчас она вообще не выходит на связь. Представляете? Юля, спасибо. Спасибо большое. Она вообще не выходит на связь, трубку не снимает и на сообщения мои не отвечает. Я вообще в шоке. Нет, не Франция. Франция как-то сама по себе отпала, потому что она сказала, что с доставкой на дом во Францию, а я поговорила с транспортом, они говорят, мы можем до границы довести, там до какой-то территории, граничащая там Германия с Францией, а там надо будет у нас перехватить. Она сказала, что не сможет перехватить, потому что муж в выходные отдыхает, лежит. Она сама не может выехать до границы. Что-то прям невероятно. А так до дома, из-за одной собачки 800 километров от границы Германии и во Францию вглубь 800 километров не поедет. Или будет дорого стоить. А дорого ей тоже не надо. Но надо уложиться в какой-то бюджет, да, такой реальный хотя бы. Можете себе представить? Нет, не сложилось. Вы знаете, вот кто хотел, то расстояние не преграда. Ну, за исключением, конечно, некоторых стран, где действительно куда не ходят. А так, если идти навстречу, если ты хочешь и делаешь все, и тебе едут навстречу, то можно пути пересечения найтись. Но нет. Некоторым надо все-таки на блюдечке. Я просто делаю паузу, потому что у меня вот еще внутренний ступор такой вот от поступков так людей, он присутствует во мне. Я просто так вот с трудом как-то вот прихожу в себя и нахожу какие-то слова, чтобы подобрать, именно подобрать слова. Ой, господи, вот так вот. В России буду в августе. Пришлю 5000 Галины из Англии. Галина из Англии. Галина, да, я помню. Да, хорошо. Ну, в общем, у нас, знаете, как-то потихонечку люди все равно летом расслабляются. Потихонечку, да. Что с PayPal? С PayPal. Ну, знаете, на PayPal есть, но на небольшую сумму PayPal. Что вы там на одну сумму, там на 500 евро. Еще один PayPal могут дать на 3 прихода, на 3 поступления, чтобы это тоже было. Именно 3. Вот. Будет эти 3, это по 10 евро 3, или по 100 евро 3. В общем, какой-то ужас. Вот просто я не могу даже передать словами. В
каких я рамках жестких, и что это, что дальше-то будем делать. Титры – это анализ на бешенство. С сентября месяца ввели анализ на бешенство. Чтобы пересечь границы, надо предоставить сертификат о том, что ты сдал анализ на бешенство и что эти показатели соответствуют нормам европейским. И да и не европейским, что собака ваша не бешеная. Да. И стоит она 10 тысяч. Ну, потому что по одной собачке. По одной собачке. А на много собачек у нас нет денег. На много собачек это надо там 100 тысяч, 150. А когда у нас такие деньги есть, то мы корм покупаем. Ну, в общем, все к тому сделали, чтобы не спасали, отбить желание, вогнать человечество в мировую депрессию. Ну, в общем, все. Вот. Во всех городах уже смачно убивают. На тележках трупики везут из одного отсека в другой. Светлана, вы просто редко бываете, значит, на нашем канале, и поэтому много очень с сентября месяца мы рассказывали, показывали, как мы на КАМАЗах везли собак в лабораторию сдавать. Это было шоу еще то, пляски со свистом. Вот. Отправить на Сбер 250. На донат не могу отправить. Сейчас отправил на Сбер 2500. Да, спасибо большое. Угу. Поняла, Татьяна. В общем, что еще, какие еще вопросы? Вы знаете, Шарли, который, хотела сказать про Шарли два слова. Помните, да, ролик, где мы его отдали на индивидуальную передержку с социализацией? И такие шикарные он результаты показал. Он буквально за 2-3 недели социализировался. Сейчас уже месяц прошел, он вообще просто такие кульбиты выдает. Он такой жизнерадостный, веселый. Ага, понятно. Лук. Угу. В Италии везде хватает, да, конечно, понимаю. И это самое, он такой жизнерадостный, веселый пес, шикарный. Но мы это делали под ручки специально, потому что у нас откликнулись в Томске ручки. И мы очень хотели прямо вот на блюдечке подготовленную собаку, чтобы не было стресса, депрессии, чтобы не сбежала. И, ну, в общем, вот все сделали, вплоть даже прихрамывал он чуть-чуть. Да, да, да. Но ей лучше уже стало, да? Угу. Ну, поняла. Угу. Ладно. Он не ест? А ты заболела? Кто умер? Да я помню, как он умер. А почему? Что, не справился, да? Я поняла, Олечка. Оля, я поняла. Я сейчас, у меня стрим, я не могу сейчас разговаривать. Ладно, давай не плачь, пожалуйста. Пожалуйста, давай. Ужас какой.
Ай-яй-яй-яй. Ой-яй-яй. Все-таки умер, не справился. Ну, в общем, вот про Чарли с социализацией. Знаете, такой пес шикарный, я вам покажу. Но это просто сказка. Он австралийская, по-моему, овчарка, прототип, что ли. Ой, ну какой шикарный пес. И женщина отказалась. У меня нет слов. Отказалась, знаете почему? Все хорошо, она так все подготовила, и даже еду, питание, там, поводки, всякие игрушки, лежаки, все подготовила. Но он прихрамывал на одну ножку. Мы рады стараться, чтобы знать причину, почему же он хромает. Сделали рентген ему. Оказалось, что у него артроз. Ну, артроз, бляха-муха, но ведь артроз, он, ну, у каждого второго артроз. Артрит, артроз, остеопороз, господи, гастрит. Но это все то, с чем можно жить. Наоборот, так здорово, такого песика легендарного, которого спасли от сжигания в печи, спасенный. Ну, это так хочется такому подарить и обогреть, дать кровь и обогреть, и стать тем человеком, который... Ой-ой-ой-ой. Нет, знаете, я хочу сказать, что хоть и добрых много людей, но на поступки, наверное, способны очень мало кто. Ну, одной собаке подарить кровь, но это же не спинальник. А как же тогда спинальникам дарят дом? Но его не надо на себе таскать, он прыгает, скачет, как просто вот немыслимо, я вам покажу, неземной красоты, шоколадный, волшебный, замечательный, такой милый, наивный, добрый. Он даже в общественном транспорте уже может ездить. Господи, опять летают, как шумно. Нет у него дома, опять нет, по-прежнему нет. Ну кто бы приютил этого замечательного парня, уже столько вложили в него. Как понять, что такое сжигание в печи? Собак сжигают в печи. Их и сегодня сжигают, сжигают. Их каждый день сжигают. Где живьем, а где трупы? Ой, Господи, сжигают. Пес, спасенный от буквально за пару недель, наверное, мы его спасали, когда там начали сжигать. Успели. Часто вот их там сжигают, уже даже не отдают, их просто убивают. И таких красивых, даже породистых убивают. Что-то просто ужасное. Вот знаете, вот просто даже не знаю, где брать силы и находить, и быть оптимистом. Что это такое вообще? Да, кто умер из Урюпинска, спасли. Столько вгрохала она денег, наверное, вообще просто безумное количество. Там в день обходилось. Избили все, исполосовали. Привезли из Урюпинска, и нет. Боролись врачи до последнего, сегодня умер. Вот она плачет, сейчас звонит. У меня 2 в стационаре. Ой, какой кошмар. Я просто не знаю, как на все это, чтобы хватило. Но это не проблема, он играет, прыгает. Ну вот попробуй ему объяснить людям, что артроз это не приговор, они живут всю жизнь и могут жить спокойно, но это же шедевральный пес-то, господи, ну как же так-то?
напугаться, представляете? А если с собакой вот так вот что-то серьезное, ну, значит, все, сложил лапки и не борешься, что ли, так? Ну, как так-то? С диабетом. И я тоже вот уже 4 года в мае было. Колю в день, в сутки инсулин коту. Кто со мной давно, те знают. В общем, вот так вот. Да, запросто. А вы не видели, вы напишите мне, я вам покажу печи, крематории и собаки, приготовленные в клетках, лают и не знают, что сейчас они в печи будут сжигаться. И охранник, который бревном через забор тебе по башке сейчас съездит за то, что ты что-то вякаешь через забор. Ой, господи, кошмар какой-то. Ну да. Ой, роботы, какие роботы. Так, друзья, давайте, что у меня просто, знаете, череда. Вот тут умер, там порвали, там тут надо зашить, тут на капельнице. У меня просто вот так вот крутится все, и я не знаю, как за все это выдерживать. Я это просто молча, видите как? Я даже стараюсь это не рассказывать. У меня каждый день происходят вот такие вот жуткие истории. Друзья, помогайте, пожалуйста. Помогайте, пожалуйста. Я не знаю, как это все вытянуть. Вот рассказывать про каждый ужас, ну самой уже тошно, понимаете, что постоянно рассказывать только вот про ужасы. Все равно не хватает. И, конечно, собак много. Чем больше собак, тем больше случается каких-то историй. Тем больше случается плохих историй, да. Ну, это, наверное, жизнь, но это все на твоих глазах, и ты должна это все обеспечить. Тут спасти, тут накормить, тут реанимировать, а тут похоронить. Но это же очень тяжело. Ну, понимаете, это вот вы, Светлана, слышать просто не можете. А кто-то с этим проживает. Понимаете, надо еще вопросы решать. Мне тоже очень хочется голову спрятать в песок. Я часто говорю об этом. Куда-нибудь бы сбежать, вот чтобы не слышать. А они вот так вот тебе один за другим вот говорят, и потому что понимаешь, что... А тут еще на неделе разодрались животные так, что человек, ну, там, с кошками связано, но все равно тоже в нерв попали зубом, и теперь ногу подворачивает. Ну, в общем, надо, не знаю, что надо. Вот если вы помогаете, да, то как-то эти вопросы решаю. Решаю и с каким-то периодическим успехом. Ну, хоть как-то решаю. Но видите, сегодня вот даже врачи не работают. Это же додуматься такое. Хирургов нет. Объехали 3 клиники, представляете? Из области. А в Москву ехать, это сейчас в пробке попадешь. На 6 часов пробка будет. У нас сегодня град шел. Представляете, град прям размером с ноготь. То снег, то град. Так, все как-то ужасно. Вот, друзья, давайте говорите, что еще, на какие вопросы ответить. Я, знаете, я просто последнее время живу в каком-то в тормознутом состоянии. Потому что если себя не... даже не знаю, какая-то такая дрожь, рябь внутренняя.
как на все это мне... Я же понимаю, что если тут разодрались, тут что-то где-то у кого-то капает, течет, но это все бьет по кошельку. Еще только соберешь на корм, и надо из корма опять куда-то. Да нет, конечно. Если бы у нас был гектар земли, знаете, у нас была бы возможность хотя бы где-то что-то построить. Пусть даже из щепок и палок, там, да, из досок, ой, как шумит, из досок, там, ну, что-то где-то кого-то отгородить, но нет земли, нет возможности. Нет возможности. Собаки, когда еще лают, то они очень раздражают соседей. Это лающие собаки учат не лающих лаять. И они вот в вой. Это все превращается в вой, такой вселенский вой. И люди не спят месяцами. Можете себе такое представить? Потому что собаки должны жить отдельно. Они не должны жить в стае. Они учат друг друга плохому. Мы в том году смогли убедить все-таки немцев забрать тех, кого нас спасали с их подачи. Они забрали сразу десяток. Это было такое спасение. И когда я спрашивала, как они у вас, они сказали: замечательно, у нас они не лают. Ну, конечно, потому что в каждую семью поехала по одной собачке. И по одной собачке они не будут лаять. Это уже доказано. Потому что нет повода, нет основания лаять. Но когда их 100, они просто безудержно лают. А люди, которые ухаживают, не спят с марта месяца. Как вам? Просто пьют волокордин, корвалол, и через каждые 10 минут вскакивают с криком, ором, чтобы заткнуть, потому что соседи просят заткнуть, иначе убьем. Какая-то просто вот безвылазная, беспросветная безнадёга. Понимаете? Это все дополнение ко всем проблемам. Ко всему безденежью это еще дополнительная проблема. И ты должна решить должна. Не дай бог кардинально что-нибудь примешь, меры какие-нибудь. Ой, тебе пожурят пальчиком. Потому что кто это не проходил, тот не знает, что это такое. В субботу до 5 часов. Да нет, у нас вроде круглосуточно, не круглосуточно, а ежедневно работает. Ну, сейчас, наверное, лето. Сейчас, наверное, все поменялось в жизни. Сейчас работать не хотят, деньги гребут только. Да, сделаем. Из пристроенных сделаем. И он очень долго делается. Почему? Потому что надо искать архив, чтобы показать вам, каким он был, какими они были. А архив ищется очень с большим трудом. Это в 2 телефонах. Это надо найти 21 год, 22, 23. Показать, какими были, как спасали и как теперь живут. И вот это все упирается в длительность монтирования роликов. А памяти на телефоне не хватает, потому что память забита. У меня там же миллионы, триллион, по-моему, у меня там фото-видео, которые я не могу удалить. А иначе не получится ролики, когда собаки через 100 лет будут пристроены, и вы спросите, а какими они были. Мне надо найти из архива
какими они были, поэтому я не могу удалить. И поэтому все копится на телефоне, и памяти нету. Вот. Постоянно в шоке отношение к животным. Не понимаю, куда мы катимся. Как дела у Тучки? Угу. Да, почему-то я забыла рассказать, как у Тучки дела. У Тучки вырезали грыжу. Видите, у нас как? У нас целые операции проходят, и я даже не хватает времени сказать, что как у дела у Тучки. Зажила у нее вот эта вот спина. А тучка вы имеете в виду? У нас несколько тучек. Ну, наверное, это та, да, где порванная спина была, боковина. Значит, зажила, шерсть еще не растет. Я не знаю, будет она расти или нет. Местами растет, местами нет. Но у нее еще грыжа. Когда ее лечили, сказали, что когда вылечится, то тогда надо убрать грыжу. Вот теперь удаляли грыжу. Вот, собаки из Бурятии. Как они поживают? По разным передержкам они поживают. Да, нормально. А я же вам, по-моему, показывала. Я, помните, в чатах сообщала, что был фотограф, и которого мы ждали несколько месяцев. И вот мы нафотографировали их. И сейчас потихонечку присылают нам понемножку, потому что они там долго, фотограф это все монтирует. Там. Ссылку могу скинуть, ссылку, как поживают и бурятские, и оренбургские. Несколько собак. А я писала, наверное, да, в чате. Это рыбонька у нас пристроенная. Но я говорила в ролике, говорила об этом. И рыбонька, и пальма у нас в семье. И а-ля баллонка уехала в семью. Еще кто-то уехал. А, Стиву нужны деньги на титры. Сейчас тоже мы говорим, может быть, он тоже уедет, но ему надо сделать титры, и решить надо в ближайшие дни. Это тоже оренбургский, очень такой хозяйственный кобелек. Любит быть у ноги человека, любит помогать. Если человек там таскает опилки, какашки, он около ноги. Должен быть у ноги. А у ноги быть нельзя, потому что разные вольеры, кто-то из собак любит, кто-то не любит, и могут порвать. Приходится закрывать выгульника. А в выгульнике он плачет и говорит: выпусти, я хочу быть с тобой. Есть собаки, которые хотят быть всегда с тобой, а с тобой быть нельзя, потому что человек не просто наблюдает, а работает, пашет, таскает воду, опилки, мусор, грязь. Ну вот ему надо сделать титры, чтобы он ехал в семью, где будет ходить у ноги. Вот. Животными как быть? В любое время может что угодно произойти. Да. Есть ли шанс пристроить щенков из потопа? Только одной из собачек сделала я титры, а 5 и мамке титры не сделала. Что делать с такими собачками, которые не пушистые? Потому что и Прибалтика, Эстония, и Европа в основном берут пушистых. Можете себе представить? А что делать с непушистыми? Даже нет слов моих. Каталог с собаками? Да нет. Ничего не дают. Как было и раньше тоже. Марина, спасибо. Спасибо. Ирина, тоже спасибо большое. А я не вижу, вы не на донат, да? А на Сбер?
отправляете. Да, спасибо большое. А донат теперь не работает у нас, получается, так? Потому что ничего не пиликает. Вот представляете, разница какая? Раньше донат у нас работал. И поэтому даже во время стрима, да, вы жертвовали, что-то переводили, а сейчас нет ничего. Вот так вот мы живем. Теперь все у нас Европа теперь почти не помогает. Кошмар какой-то. Все-таки умер, а? Череп ему раскроили. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько боролась она за него. Ой, нет, я сейчас это отошла. Сейчас, подождите, мы про что-то другое говорили. Я уже забыла. Я как в тумане вообще живу, нахожусь. Я даже... Что-то я пора донат. Да? Было? А у меня не отфиксировалось. Саш, у меня не отфиксировалось. Или я могла не увидеть, да? Я извиняюсь тогда. В общем, у тучки у нас грыжу вырезали. Кому-то еще что-то вырезали. А вы про Алиску не спрашиваете. А у Алиски же мы сделали 12 химий. 12 химий. И у нее все уменьшилось, все эти наросты. И теперь нам онколог сказал, что надо сделать этот самый МРТ. КТ. В общем, что-то надо сделать. КТ или МРТ, я уже все не помню. И надо сделать. Мне тоже опять нужна помощь. Мы с Мартой ее лечим, представляете? Но когда есть результаты, это же о чем-то говорит, значит, все не напрасно. Собака-то замечательная. Ее надо довести до конца. Мне нужна помощь. Мне очень нужна помощь для Алиски на МРТ, на КТ. Это опять 1025. В общем, двоих надо отправить в Эстонию. Одной надо сделать КТ. И эту надо зашивать. Там живот порван, на голове что-то порвано. Шорт дают ли плоды? Шорт, знаете, вот какие плоды очень наглядные произошли у нас после Вареньки, этой щенок. Тогда у нас много подписчиков пришло. А как-то все остальные шорты, наверное, менее так успешны. Ну, так, по чуть-чуть, наверное. Плоды только в том случае, наверное, что, может быть, я не знаю сейчас статистику, там, может быть, по 10-20 человек приходят на канал. Ну, в основном это после Вареньки у нас. После щенульки Вареньки. Такой всплеск какой-то был. Да, она давно дома, да, все хорошо. Да, друзья, для Алиски, пожалуйста, давайте соберем тоже. Мне надо уже вот в эту среду было делать. А я даже не записалась на КТ, потому что не на что делать. Что толку записываться, если не на что делать? Да, я помню, что и шефиню давала, да. Ну, все, что давала, вот все это мы... 12 химий, это все платные химии. Плюс обследование КТ делали 2 раза. А теперь надо еще гистологию сдать. Как-то там с РИНа. В общем, с какой-то процедурой дополнительной. Вот. Так что вот так. Друзья, что еще у нас на повестке? Может, что-то подскажите мне, что мы не обсудили, чтобы поактивнее. Потому что я вообще тормоз. Как-то я прям впадаю в какое-то...
Вот, куда-то я пропадаю. Я поэтому, знаете, не выходила долго, да и не только поэтому. Во-первых, и VPN-то тоже не работал у нас. Мы сегодня подключали, по-моему, часа 2, чтобы подключить. У меня на компьютере вот не подключался VPN. На телефоне, когда подключаю, то хватает там на час, на два, потом он вырубается. И сегодня вот подключали с трудом. А зимой вообще я без Ютуба была, потому что не работал. Ну, может, я не нашла тот VPN, который бы дал возможности заходить на YouTube. Вот, поэтому... А у многих не работает, поэтому вот многих и нет в сети. А, кстати, посмотрите сейчас, сколько нас человек сейчас в диалоге присутствует. По Норду, Маку, Макинтош нет звонков, а у них среди... Ага, Ирина, да. Нет, Макинтош очень лающий такой, знаете, прям очень громкий. Нордов у нас 2, на одной передержке 2. По какому именно? Который палевый или Норд, который шоколадный? Счет на Сбер Артему. Счет на Сбер. Саш, пожалуйста, дай нам счет на Сбер. Вот тут вот Артем попросил. Я думаю, что сейчас, наверное, разместит он реквизиты на Сбер. Ай, из Европы, это же столько денег мимо. 52. 52, да? Понятно. Ну, не так много. Ну, сейчас везде всего мало. Все ушло. Да, Артем, разместили вот Сбер. Я просто как президент в окошечке со всеми. Никого не вижу, меня видят все. Дай, пожалуйста, это, дай, пожалуйста, то. Сколько нас человек, я никуда не тыкаю, потому что я боюсь, что у меня сейчас все тут сорвется, обломится, и даже не касаюсь. Потому что так с трудом все подключили. Не дышу. Я и так дышу через раз, знаете. Я вспоминаю, какая активность была буквально лет 5, 6, 7 назад. Откуда у меня были силы, все-таки я человек не молодой, да, но силы были, потому что какая-то все равно такая надежда, что ли, видела результат спасенных кожаных носов. А сейчас это уже так просто по наитию, как-то по привычке что-то делаешь, куда-то бежишь, а там за твоей спиной убивают, сжигают, без вариантов. И от этого ролика, который вот они, девчонки, выпустили астраханские, там 54 за день убили, сожгли, и потом этот как реквием выпустили из этих фотографий собак. У меня ужас. Ужас. Просто ужас. Такие собаки шикарные. Такие собаки добрые. Всех отправили на тот свет. Фамилия Кузнецова. Она отправляет на тот свет. Заключила контракт с чиновниками. Легко убивает, запросто. Татьяна, по-моему, Кузнецова. Обалдеть, обалдеть. Ирина, а вы знаете, выходить в эфир, конечно, я бы выходила в эфир, но у меня очень, понимаете, у меня состояние вот ниже плинтуса. Елена, спасибо.
видимо, отправили, да, на Тинькофф. Спасибо большое. У меня даже не знаю, что... Я все равно вам все не расскажешь, понимаете? Все не расскажешь, не покажешь. У нас очень много событий происходит. Просто вы можете это даже... Но все не покажешь. Этот весь кошмар просто... Но все делается для собак. Сейчас, если будет жарко, вы знаете еще, что у меня вот такое предложение или вопрос, мысли ли я просто гоняю. Мне бы хотелось, чтобы собакам, ну, как-то вода какая-то была, чтобы они, ну, как-то поплавали в этом, в корыте, что ли, чтобы с водой были, с водой, чтобы было связано. Алло. Алло. Слушай, а ты хочешь Ленку позвонить, спросить? Может, она ее заберет к себе? Кто заберет? Ну, Лена Бутовская. А куда она ее посадит? Отдельно? Не знаю, я тоже не знаю, куда ее посадить. Ну, она мне сейчас посидит в клетке, я ее вылечу, но я ее посажу обратно. Ее опять сожрут, да? Давай. И мне ее, понимаете, тебя держать в доме, Лариса, у меня тоже нет денег лечить своих собак. Ну, правда, вот нету. У меня на кредитке 0 рублей. Вот сейчас что-нибудь случится с моей собакой, все, пиздец. Ну а когда тебе дать ответ? Я тогда поговорю с ней. Ну, сегодня, пока Игорь там, пока он подъезжает только к Ольге. А потом, когда ее зашьют, ну я надеюсь, она выживет, да? И чё? Потом? И потом надо тогда куда-то везти, да? Ну, я либо Ольгу попрошу, либо он дождется, но он, Ну, я не знаю, подожди. он будет ее ждать или нет, потому что мне в Можайск ехать, походу, придется самой за ней. Ну давай мне время какое-то, дай мне... У меня сейчас стрим. Давай я сейчас закончу тогда, и я буду куда-то звонить тогда, что-нибудь спрашивать, ладно? Ну давай, навряд ли она возьмет, конечно, кому этот геморрой-то нужен. А тем более сейчас жара будет, а ее надо перевязки там или примочки какие-то делать. Че, куда ее девать? Колоть надо. Колоть, а еще что-то, ну, в общем... Колоть и промывать, Ну вот им. отрабатывать. Ну а может быть, ну это ты только можешь, ну... А если потом тогда, вот сейчас ты ее, если что-нибудь с ней поделаешь, если она выживет, а потом тогда самое... Ну давай подумаем, ладно, я сейчас с людьми общаюсь, просто мне неудобно говорить, ладно? Давай. Да, спасибо большое, Вероника. А почему зажимает YouTube? Фу. Так, на чем мы остановились? О, Татьяна, у вас получилось, да, отправить? А откуда вы? А вы из Прибалтики? Нет. Вы откуда отправляли сейчас? Нет, сегодня вот из Прибалтики у Марины не получилось. Она мне написала уже. Да, Настя, вот правильно. А, да, да, ну из Швеции получается, у вас всегда получалось. Из Швеции только вот вы присылаете, поэтому у вас получается. А знаете, оттуда, откуда нет жертводателей, да, то оттуда получается, а откуда
В основном из Германии там люди бы хотели отправить, а там закрыто все это. А сколько могло бы быть денег у собак? Представляете, сколько недополученных собаками денег? Тогда, когда их такое пиковое количество, и на фоне падения, на фоне и меньше просмотров, и отсеявшихся людей, и даже уже отсеиваются те, кто хочет, но не может. Ну и как с этим всем выжить? Ну как? И как я могу передержкам этого объяснить? Когда заключали соглашение, они же на меня возлагают, да, что я же с ними договаривалась. Да, все будет, да, все будет. Я вытяну, я смогу там, да, потому что, ну, если такая одержимая, сумасшедшая и такая терпеливая, на себя возлагала надежды. Но сейчас не от меня зависит. То, что я не могу, это не от меня зависит. Но это не все понимают. Они говорят, а нас-то почему это должно касаться? Ну, точно так же и меня. Почему меня касается то, что происходит в мире? Ну, не спасай. Ну, не спасаю. Но уже наспасалась. Никто меня не предупредил из наших правителей, что будет происходить. Ни передержки не предупредили, ни спасателей, ни кураторов, никого не предупредили, что будет происходить. Только говорили, будет еще хуже, будет еще хуже. Я думаю, ну ничего, прорвемся. Такая же, знаете, настырная, надо идти вперед, надо спасать. Раз вы убиваете, значит, я буду спасать. Ну, получи, фашист, гранат. Не будешь спасать. Мы сделаем по-своему, всех убьем. Артем, спасибо большое. Получилось, значит, у вас, да? Супер. Артем, я вас вроде раньше не видела. Мужской пол, поэтому бросайтесь в глаза. Или это вы просто с ника Артема, а за вами там стоит женщина? Редко среди нас увидишь мужчину. Ну, в любом случае, спасибо большое. Вот. Да, будни это у нас это мало. Знаете, утром страшно просыпаться. Я утром боюсь звонков, потому что вдруг за ночь кто-то кого-то порвал. А вдруг я боюсь звонков с передержек. Вдруг что-то случилось. И вот сегодня прям... Я каждый раз вздрагиваю от звонков, где есть собаки. От людей, которые с собаками, я всегда вздрагиваю, потому что думаю, ну если просто какие-то обычные темы, там, это одно. Но когда говорят, у нас ЧП, то я только задаю вопрос, кто? Живой или надо бороться за жизнь снова? А, вы из Крыма, да? Но в чате первый раз Крым, да? О. Угу. А в Крыму как у вас обстоят дела? В общем, в Крыму живет якутенок. Якутенок Мишка. Отправляла в 17 году, недавно приветы присылала, даже показывала год назад ролик. Такой коняка вырос, шикарный. А таким маленьким спасала его из ППЖ. И вот, представляете, с 17 года, уже 25-й, и люди присылают. Я уже забыла даже про него. Даже не узнала, только по белым пятнышкам на лапке, на грудке. А это, говорит, мы, вот это да. Ну, такой конь по морю бежит. Очень много приветов, конечно, присылают, это радует. Честно скажу, что уже некоторых не помню. Это тоже радует,
потому что в голове такое количество, что раньше мне казалось, ну как можно не запомнить, если ты его спасла. Вот до какого-то количества собак, когда там тысяча, не знаю, 2000, когда ты их спасаешь, а дальше мозг уже освобождает из твоей этой самой головушки что-то, освобождает для того, чтобы начинить твою голову другими вещами, проблемами, которые тебе надо на день сегодняшний помнить и решать. Нельзя удерживать ту эпоху в голове для того, чтобы еще но это никакая копилка в голове не уложится столько. Понимаете, мне кажется, даже у президента решают вопросы его министры там, да, для этого они и есть, что они вот все вот там на кнопку нажал, тебе что-то выдаст. Он раз реанимировал там в голове, раз статистику выдал, мы все похлопали в ладоши, ой, какой молодец, все помнит, все знает, где кто чихнул, где сколько раз чихнул, да, потому что с министрами-то проще. Ой, а когда тебе за каждую собаку, за каждым углом, по разным улицам, городам, и на протяжении десятка лет почти, и это все помнить, ну, невозможно. И вот, и привет присылают, и радует только то, что живы. Живы. 7 лет прошло, еще сколько-то лет прошло, 8 лет. А твое дело живет, да? А твое спасение этого четвероногого, оно живет. Это здорово. Уже как зовут, уже, ну, там переименовали, уже и не помню. Я до 22 года вообще все хранила на жестких дисках, и у меня они есть, жесткие диски, или в любом случае можно все это посмотреть, посчитать, там миллион папок со всеми кличками. Раньше как-то я вот помнила, я знала, что это благородный, этот Цезарь, этот лорд, это там все по папкам, там миллионы папок. А сейчас я знала, что мне надо найти папку Цезаря там, да, и там будет все спасение. А сейчас мне присылают, а я даже не знаю, как папку-то искать. Как он назывался-то? Бывало такое, что одноухий. У этого, думаю, какая-то кличка была. У этого была разорвана шея. Но кличку шея я вроде не давала. А я могла назвать елка-палка, небо, солнце. У меня клички заканчивались. Собак было много, и они у меня же не Линды и не Тобики, а что вижу, то и говорю. И поэтому как назвать, как это найти эту папку? И когда у меня спрашивают, найди-ка вот этого в Якутске, потому что они прошли такую школу там с собакой, и собака такая стала умная, и они прошли вообще все, там огонь и воду с ней. И она с ним путешествует и по озерам, горам. И какой она была в Якутске? Я уже не помню. Нашли, да, там было 2 трупа, и он живой, вот такими. Тогда это было в папке. В какой папке было? По-моему, папка называлась «Хорошая женщина». А как это «Хорошая женщина»? Потому что этого одного передерживала хорошая женщина, и я положила в папку под названием «Хорошая женщина». И в папке «Хорошая женщина» я нашла этого щенка, и вот теперь он стал вот таким. Вау! И тот поиск, он занимает столько, ну, до смешного доходит. Потому что когда спасаешь, ты же не понимаешь, что тебе это потом, может быть, где-то как-то... Нет, понимаешь, что это пригодится, но в каком активе, не активе, ты не знаешь, как это пригодится, и что ты это забудешь. Потому что столько было там стараний, денег, слез, трепыханий, возвратов, падений, взлетов. Всего было, и поэтому ты не помнишь уже, кого ты как называла. Ну, неважно. Живы, и слава Богу. Вот. Так. Да.
Друзья, пока, когда вы помогаете, то спасибо, Марина. Спасибо большое. Хаски выскочили. Пока, когда вы помогаете, то есть движение в спасении, хоть из последних сил, но как-то держимся, да? Ну, не бросаю же. Ой-ой-ой. А летом хочется какого-то передыха. Вы знаете, хочется летом передыха. Но как мне это передохнуть немножко, чтобы не сойти с ума и чтобы набраться воздуха хотя бы? Я даже не знаю, сил или воздух, чего мне набраться. Ну, как-то надо вздохнуть, и чтобы опять-таки ради собак было плодотворное какое-то решение проблем. Человек должен отдохнуть. 17 человек. Ну все, давайте тогда мы заканчивать. Поинтер из московского приюта, 8-й год. Давайте заканчивать, потому что тут уже все обо всем переговорили. Смотрю через VPN. Ларису нужно выбрать депутатом природоохране. Нет, туда выбирают тех, кто умеет быть хладнокровным. Я туда никак не попаду. 69? А нет, почему? Настя говорит 69, а Альбина говорит 17 человек. Если 17 человек, то все побежали по своим делам, тогда давайте заканчивать. Я не хочу никого обременять, отнимать время. Ну что, тогда мы с вами уже 1,5 часа общаемся. У нас вопросы как исчерпаны, да, все? Вы поняли в 2 словах, что хорошо. Ну, вы поняли, да, что мы вот как-то из последних сил стараемся выживать, но... О, Ольга, Лима и Ирма. Как они поживают, наши якутята? Оля, Оль, напомни мне, это Нидерланды, да? Я могу уже... Я себя иногда вспоминаю, как меня зовут. Я могу забыть что-то. Кононова. По-моему, в Нидерландах. Лима и Ирма у нас живут в Нидерландах. У меня один песик живет в Арабских Эмиратах. Недавно присылали привет. Аллочке спасибо большое за это. Красивые видео, в море плавают. Очень красивые видео. Тоже огромная ей благодарность. Вот, мне так легче, когда вы называете «Привет от Блэка», Нижегородская область. Вот я понимаю, о ком речь. Наталья, спасибо. Блэк наш, белорус, уехал из живодерни белорусской. Уехал в Нижегородскую область. Да, в Нидерландах, правильно. Лима и Ирма. Оль, что-то давно не была, не слышала, не видела. Думаю, что вспоминала вас. Ну, самое главное, все хорошо у вас. Просто проблемы семейные, да? Дела, работа. Да. Да, стараемся ужасы не показывать. Не показывать в роликах. Они вам не нужны. В общем, слышите, какой гром гремит? Вы знаете, какая моя погода самая любимая? Это когда идет дождь. Это я небольшое отклонение делаю, наверное, для себя. Вот сейчас гром гремит, и я немножечко прилив сил появляется, вдох-выдох делаю. Вот это мне нравится. Я люблю дождь. Дождь
И мелкий, и сильный, и крупный. Люблю ходить под дождем, под зонтом. Пьеро. О, очень хорошо. Хороший вопрос. Значит, Елена, как поживает Пьеро? Рассказываю. Сегодня гром гремит и град. Значит, у нас тут и собаки, видимо, вот от этой перепада давления, может быть, погоды, они как-то беснуются, они как-то неспокойны, они начинают вот, ну, себя плохо вести и плохо реагировать на непогоду. Для них это не погода. Для меня, например, это погода-песня, а семья, привет, погода-песня. Значит, собакам это не нравится, и вот они начинают бесноваться. И сегодня он сидел в открытом вольере с овчарочкой, отказницей. А овчарка у нас, кстати, появилась чистопородная. Ее Наташка спасла. 4 года. Шикарная овчарка. Ребенок родился, стала не нужна. В общем, она сказала усыпить. Мать ребенка усыпить. Ну, правда, немножко поплакала. Жалко, сказала, но надо усыпить. И точка. И вот водитель, который должен был отвезти в клинику усыплять, он позвонил Наташке и сказал, что едет усыплять. Забрали. Посадили с Пьеро. Почему я стала про нее рассказывать? Потому что Пьеро сидит с этой овчарочкой. И все бы ничего. Он такой брутальный, на своей волне, всегда невозмутимый. Но, видимо, внутреннее у него тоже неспокойствие от этого грома. И Наташка заходит в какой-то там отсек, а в вольере Пьеро нет. Где Пьеро? А там живут еще 2 кролика, что ли? Я сейчас не помню, кто там живет. 2 кролика или голуби какие-то живут. И он к ним забежал, видимо, дрожит, напугался грома. И этот большой такой наивный тюфяк, наш Пьеро, напугался грома и побежал к кроликам или голубям прятаться. Спасите его, этого маленького жеребенка, потому что он вот так боится грома. А как он перемахнул? Двери все закрыты. Значит, забор 2,20, он перемахнул через эту сетку 3D. А как он это сделал, мы не знаем. Она вообще в шоке, говорит, как он оказался в этом курятнике. Он никого не тронул. Он ни кролика не обидел, ни голубей. У него нет охотничьих инстинктов. Но он перемахнул через забор и оказался И он никуда не убежал, он не стал бегать по территории, бесноваться. Он просто захотел от грома спрятаться. Вот как такой милый, наивный и такого классного никто у нас не берет. Ну почему? Столько воздыхателей по Пьеро, все его помнят. Но он все живет и живет у нас. Ну вот его бы в семью, он бы таким тюфяком бы, прям классным тюфяком бы так и был, как теленок бы ходил, вот так вот с хозяином. Ужас. Просто ужас. Ну это вот я вам просто, вы спросили про Пьеро, вот так я вам ответила. Да, сейчас гром был такой, что у меня, у дочери собака забилась там где-то под мой додыр и дрожит вся. Ну и она уже 9 лет дрожит от грома, от петард. 9 лет дрожит, ничего поделать не можем. Вот. Птичкам хоть будет что попить. Птичкам будет что попить от дождя, тоже верно. Пусть дождь идет, чтобы птички хоть попили, точно, точно. Я тоже всегда так говорю. У вас на Урале засуха? Ага. Да, мы живем своей жизнью, я так думаю только о собаках, а вот действительно птички, они тоже хотят и попить тоже, им мало кто за ними
Они как-то летают так, вот знаете, а очень многие люди также не думают о собаках. Вот как я, например, не думаю о птичках. Я действительно не думаю о птичках. Но так же, как мы не думаем о крокодилах там в Африке, как им живется там в их болоте, да, может засуха, и может им тоже жить негде. Ну, то есть мы много о чем не думаем, мы просто живем. Так же и люди, но не думают они о собаках. Ой, Господи помилуй. Ужасно. Ужасно. Дыры кровяные присылают мне. Полость. Ужасно. Ой, кошмар, кошмар, кошмар. В общем, кошмар. Ну ладно, девочки, давайте заканчиваем тогда разговор. Стараюсь редко вам, стараюсь в копилочку отправить. Кролики спасли. Да. Ну, наверное, все, да, мои стрессы во дворе более 40 пытаются в дом забежать, все в панике. Да, так, друзья, все, тогда заканчиваем. Давайте заканчивать разговор. О безвредных животных. Все, вроде все обсудили. Если что не сказала, то до следующего раза или мне пишите. Когда вы помогаете, то мы живем. Если помощь прекратится, то, наверное, будем помирать. Из песней.